Президент США Джо Байден объявил, что даже будут пересмотрены в сторону ускорения сроки вывода американских войск из Афганистана. А раньше предполагалось, что до 11 сентября последний американский солдат или офицер покинет территорию Афганистана. Теперь уже Байден утверждает, что это будет раньше почти на 2 недели. До 31 августа американцы окончательно оставят Афганистан и передадут ответственность за происходящее в этой центральноазиатской стране афганскому правительству, тем людям, которые вот были избраны как раз и назначены на свои посты как раз за время военного американского присутствия в Афганистане. Есть разные, в принципе, точки зрения на то, что удалось, что не удалось сделать американцам в Афганистане за время их присутствия там. На что стоит обратить внимание? На то, что вот Дональд Трамп, это немножко другая история, это не про Афганистан, он здесь... он уже не президент на этих кадрах, но он имеет непосредственное отношение, да, и к Афганистану, потому что и во время его каденции тоже длилась война в Афганистане. Американцы пришли в 2001 году, осенью 2001 года в Афганистан после того, как Аль-Каида, после того, как Бен Ладен организовал нападение 11 сентября 2001 года на Америку. Самые известные вот кадры — это кадры, как самолеты угнанные, большущие Боинги врезаются в две башни американского Всемирного торгового центра, эти известные башни-близнецы. Американцы вскоре после этого выяснили, что, судя по всему, Бен Ладен прячется на территории Афганистана. Афганистан тогда управлялся движением «Талибан». Американцы не признавали это движение в качестве легитимной власти, но тем не менее обратились к ним с просьбой выдать Бен Ладена, выдать тех людей, которые могут находиться вместе с Бен Ладеном и могли бы иметь отношение к организации терактов. Талибы отказались, и американцы вскоре после этого устроили вторжение в Афганистан. И известно, что примерно через 2 месяца после вторжения, после того, как американские интервенты, вот что называется, ногами ступили на землю Афганистана, с правлением талибов было покончено. Все, они оставили города, они вынуждены были оставить уйти из-под контроля почти всех провинций Афганистана, отступить куда-то в горы, частично отойти в соседний Пакистан, но так или иначе контроль над всей территорией Афганистана они потеряли буквально через несколько недель после того, как там оказались американцы. И по большому счету это была такая демонстрация того, насколько умело, насколько ловко американцы могут использовать современные оружейные тактики, использовать современное вооружение. А у них, например, тогда в Афганистане с самого начала активно применялись беспилотники, дроны, причем не только для разведки, но и для нанесения точечных ударов. С помощью этих самых дронов были уничтожены представители Аль-Каиды и руководство Талибана и в Афганистане, и в Пакистане. Но, как мы видим, судя по активному продвижению талибов по территории Афганистана, судя по тому, как вслед за тем, как американцы медленно, но вот тем не менее неминуемо выводят свои силы из Афганистана, как каждый день, буквально каждый час все новые и новые районы Афганистана уходят под контроль талибов, мы понимаем, да, что те победы, быстрые победы американцев в самом начале 2000-х годов сейчас, в общем-то, никаких плодов не приносят. И то, что американцы смогли сделать, они сейчас отдают, там, вольно или невольно, но отдают своим главным противникам в Афганистане, отдают талибам. Тут интересен вот еще какой момент. На него стоит обратить отдельное особое внимание. Дело в том, что сами талибы говорят: ребята, смотрите, американцы проиграли, они уходят, мы возвращаем контроль над Афганистаном себе. Это свидетельство того, что американцы проиграли, а мы выиграли. Но дело в том, что не только американцы могут проиграть от ухода талибов, от ухода их сил, от прихода, от возвращения к власти талибов. Еще могут от этого проиграть и россияне. А все потому, что Афганистан уже достаточно давно, уже не первое столетие, является ареной
так называемой большой игры, в которой сходятся интересы, в которой соревнуются за первенство в Азии. Сначала самые разные, с одной стороны, самые разные западные державы, в первую очередь Великобритания и США, а с другой стороны, вот та самая Россия, о которой я упомянул. У нас есть сюжет об этой большой игре. Давайте посмотрим его. Афганистан еще в 19 веке прозвали кладбищем империй, и вполне заслуженно. К 1830 году это государство оказалось буквально зажато между двумя державами, претендующими на региональное господство: Британией, подчинившей себе индийский субконтинент, и Россией, которая стремительно колонизировала Центральную Азию. Афганистан стал по сути буферной зоной между двумя этими империями, каждая из которой стремилась включить его в свою зону влияния. Поначалу и Лондон, и Санкт-Петербург пытались влиять на афганских правителей с помощью дипломатии. За расположение правившего в середине 19 века Афганистаном эмира Дост Мухаммеда боролись самые искусные переговорщики двух империй. К слову, сами от этих империй немало настрадавшиеся. Убедить эмира пойти навстречу россиянам пытался Ян Виткевич, польский дворянин, еще в 14-летнем возрасте сосланный в Центральную Азию за участие в подпольной организации, которая ставила перед собой цель добиться независимости Польши от российской монархии. Виткевич в ссылке выучил несколько восточных языков и подружился с афганскими купцами и чиновниками, которые помогли найти ему подход к эмиру. В Кабуле, куда бывший польский мятежник был направлен с тайной миссией склонить афганские власти на сторону России, он познакомился с шотландцем Александром Бёрнсом, присланным британской короной с задачей убедить афганцев наладить сотрудничество с Лондоном. Александр Бёрнс — двоюродный брат поэта Роберта Бёрнса и сам был популярным писателем, но вот дипломатом оказался менее успешным, чем Ян Виткевич. Последнему почти удалось уговорить Дост Мухаммеда стать союзником России, но буквально в последний момент из-за дворцовых интриг в Петербурге и боязни развязать большую войну с Британией он был отозван из Афганистана и вскоре покончил с собой. Тайное дипломатическое соперничество Виткевича и Бёрнса считается одним из самых первых эпизодов так называемой «большой игры» — борьбы России и Великобритании за первенство в Афганистане и в Центральной Азии в целом. Сполна насладиться своим дипломатическим триумфом Бёрнс вряд ли успел. Его командование решило использовать шотландца для осуществления дворцового переворота, по итогам которого своенравного Дост Мухаммеда планировалось заменить управляемым и зависимым шахом Шуджей, который некогда правил Афганистаном, но был свержен и жил в изгнании в Британской Индии. План сорвался, и Александр Бёрнс был растерзан кабульской толпой, не простившей ему участия в заговоре против правителя. Попытка поставить во главе Афганистана своего человека обернулась для британцев настоящей катастрофой. Для восстановления Шуджи на троне была затеяна масштабная военная операция. Планировалось, что британцы и их индийские союзники быстрым маршем дойдут до Кабула и штыками заставят афганцев признать новую власть. Поначалу так оно и было, но британцы не стали надолго задерживаться в Афганистане и, усадив Шуджу во дворце в Кабуле, покинули страну, оставив там всего несколько тысяч военных. Вскоре после этого афганцы восстали и буквально вынудили захватчиков бежать ради спасения своих жизней. Одним из самых кровавых эпизодов этого восстания стало поражение армии генерала Кейта Эльфинстоуна, командующего кабульским гарнизоном. Все 4500 его подчиненных были или убиты афганцами, или взяты в плен для того, чтобы быть проданными в рабство. Единственным, кому удалось спастись и добраться до британской крепости, был полковой врач Уильям Брайден. Именно он изображен на известной картине художницы Леди Батлер «Остатки армии». А еще Уильям Брайден послужил прототипом книжного доктора Ватсона. В рассказах и повестях о Шерлоке Холмсе неоднократно упоминается, что компаньон знаменитого сыщика много лет провел в Афганистане. Воевал Ватсон на той самой первой англо-афганской войне, начавшейся из-за желания британцев посадить на
Кабульский престол своего человека. Тяжелое поражение в той войне не отбило у империи желание влиять, часто с помощью грубой силы, на происходящее в Афганистане. В 1878 году, спустя 36 лет после Первой войны, британцы снова вторглись на афганские земли и в этот раз были куда более удачливее. Примерно через 2 года боевых действий афганцы вынуждены были признать свое поражение и согласиться стать протекторатом Британской империи, то есть зависимым от воли Лондона государством. Третья и последняя англо-афганская война отгремела в 1919 году. Развязали ее на этот раз власти Афганистана, стремившиеся к полной независимости. Всего за несколько месяцев афганцы смогли выгнать из своей страны британскую армию. Правда, та победа была скорее политической, чем военной. Но тем не менее, афганцы своего добились. Та война стала последней в классической большой игре. Вскоре после ухода из Афганистана Британская империя начала распадаться, и Лондон уже не отваживался на военные или дипломатические авантюры. Однако противостояние Востока и Запада в Афганистане на этом не закончилось. К современным эпизодам большой игры принято относить и советское вторжение в Афганистан в 1980-е годы и начатую американцами в 2001 году войну против террора. Ведь главными задачами обеих этих войн было приведение к власти людей, учитывающих при принятии политических решений интересы иностранных игроков. Дело в том, что сейчас Афганистан граничит с большим количеством государств, не всегда прям вот напрямую, так или иначе соседние с государством страны, это те, которые Россия считает своей зоной влияния, Россия как-то считает их там своим, не то чтобы протекторатом, но вот зависимыми от нее. Это и Туркменистан, это и Таджикистан, это отчасти может быть еще и Кыргызстан, ну и, конечно же, вот Узбекистан. В Узбекистане уже местные власти, судя по всему, боятся прихода талибов к управлению соседним Афганистаном. Там начинают как раз так тихонечко, но очевидно пересматривать те законы, которые прежде многими внутри Узбекистана воспринимались как антирелигиозные. Ну вот, например, теперь отменено правило, согласно которому, в принципе, любые власти сверху могли закрывать любые религиозные организации. Теперь нужно только через суд доказывать, что эта религиозная организация не действует вне рамок правового поля. И только после того, как суд действительно примет такое решение, эту религиозную организацию можно будет закрыть. Ну и кроме того, отменен еще в Узбекистане запрет на появление в общественных местах в хиджабе. Он действовал много лет, и вот сейчас это решение, оно было не очень публично, но тем не менее о нем сразу же узнали. Оно вот буквально совпало по времени с таким масштабным маршем талибов по подчинению себе вновь почти всего уже Афганистана. Там по разным данным от 70 до 85% территории Афганистана либо уже находится под управлением талибов, или вот сейчас оспаривается талибами у местных властей, у тех властей, которые признаны там в широком смысле этого слова международным сообществом. То есть россияне всерьез боятся дестабилизации как вот в той зоне, в тех странах, которые они относят к своей зоне влияния, боятся, что... А там действительно речь идет о том, что для очень многих жителей того же самого Узбекистана и уж совершенно точно того же самого Туркменистана, где при власти абсолютно какой-то чудной, мягко говоря, человек, вот для этих людей талибы даже не меньше зло, талибы воспринимаются как те люди, которые смогут навести порядок, как те люди, которые вот закончат с этим безумным каким-то культом личности, те люди, которые там смогут так или иначе перестроить государство и развязать ту завязку на одного единственного человека, который вот, например, в Туркменистане уже там десятилетиями действует. Справедливы эти ожидания или несправедливы, это другой вопрос. Но то, что для очень многих людей в центральноазиатских странах талибы кажутся более предпочтительными правителями, чем те люди, которые ручкаются с Путиным и дружат с Москвой и всячески проводят интересы Российской Федерации в Центральной Азии, это вот совершенно свершившийся факт. И Путин, судя по всему, очень боится последствий вывода американских войск из Соединенных Штатов Америки. Это не домыслы, это
не какие-то там мои фантазии. Об этом пишет вполне себе российское издание «Коммерсант». Они получили доступ, журналисты «Коммерсанта» получили доступ к некоторой информации, касающейся недавней встречи в Женеве прошу прощения, Джо Байдена, президента Соединенных Штатов Америки, и Владимира Путина. Они встречались на одной из женевских вилл за закрытыми дверями. Там в ходе этих переговоров присутствовали буквально по нескольку помощников и переводчиков с каждой из сторон. И кто-то из этих помощников и переводчиков, судя по всему, с кремлевской стороны, рассказал «Коммерсанту», что среди всего прочего, среди других тем, которые обсуждались на этом саммите, была еще и тема Афганистана. Причем это не просто вот они там Путин сказал: ну что, вы уходите? А Байден сказал: да, мы уходим. Речь шла о следующем. Путин предлагал Байдену использовать мощности российской разведки, использовать какие-то те материалы, которые есть у российских партнеров по ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, в которой входит целый ряд, в том числе и центральноазиатских стран, предлагал, фактически использовать разведку, мощности разведки российской, мощности разведки российских союзников в регионе для того, чтобы противостоять талибам. То есть, смотрите, какая история получается. Они одной рукой встречают талибов и гладят этой рукой талибов по головкам в Москве, усаживают их на пресс-конференцию, на которой талибы рассказывают о том, как они будут править, как они будут управлять, что они будут делать, а другой рукой они толкают американцев в спину и говорят: давайте воюйте с этими талибами, а мы вам поможем, мы с вами поделимся разведданными, мы даже позволим вам использовать для пусков своих беспилотников территорию государств, входящих в ОДКБ, территорию тех государств, которые мы тут в России считаем находящимися в нашей зоне влияния, в нашей сфере влияния. Давайте, только воюйте, только защитите и наших союзников, и нас от этих талибов, потому что мы, конечно, делаем вид, что мы с ними будем дружить, но при этом мы их страшно боимся. Почему Путин и почему его окружение боятся талибов? Потому что ни для кого не секрет, что талибы активно поддерживали подполье на Северном Кавказе и активно поддерживали Республику Ичкерия тогда, когда она существовала достаточно короткий период такой относительной независимости. В принципе, она была независима, просто мало кто в мире признавал эту независимость. Республику, которую удалось построить и которая просуществовала между Первой и Второй чеченскими войнами, талибы вполне открыто поддерживали чеченцев, талибы вполне открыто помогали чеченским бойцам и вооружением, и деньгами, и в том числе эти чеченские бойцы проходили подготовку на базах в Афганистане, на тех базах, которые были организованы талибами. Судя по всему, талибы помогали не только чеченцам, но, как я уже сказал, и вот подполью на Северном Кавказе, тому подполью, которое боролось и продолжает бороться против российской власти, против российского присутствия на Северном Кавказе. И Путин, конечно, то есть он действительно смог по-настоящему там развернуться на европейском направлении, смог по-настоящему начать какие-то свои агрессивные планы воплощать в жизнь в отношении Украины, как это было с Крымом, с Донбассом. Смог набраться сил и смелости для того, чтобы там попытаться отгрызть себе еще Беларусь, смог по-настоящему там размахивать кулаками в сторону балтийских стран, давно входящих в НАТО, только после того, как американцы выбили талибов из Кабула, после того, как американцы выбили талибов из других крупных городов и, в принципе, лишили талибов возможности влиять на политику как вот в регионе, в Центральноазиатском, так и на политику вот в евразийской в целом. То есть, по большому счету, американцы, это не очень правильный здесь термин, отстранив талибов от рычагов управления в Афганистане, смогли, понятно, что это было невольно, развязать Путину руки для того, чтобы он смог уже забыть, не отвлекаться на проблему подполья, не бояться, что там вновь восстанет Чечня или вспыхнет Ингушетия, смог уже заняться вот этим вот наступлением на европейском направлении. Понятно, что он очень боится сейчас возобновления, как раз вот появления новых горячих точек у себя, либо внутри страны, либо в этом вот в центральноазиатском регионе,
регионе, который Россия все еще продолжает считать своим каким-то, своей зоной, своей сферой. И поэтому он просил Байдена, он готов был пойти на все, на любое сотрудничество только для того, чтобы Байден оставил американских военных там, только для того, чтобы Байден продолжал войну против талибов и тем самым в том числе и спасал Россию, спасал россиян от какого-то возможного нового витка противостояния с теми людьми, которые не очень хотят жить в России, которые бы с удовольствием, наверное, жили бы в каких-то своих отдельных национальных республиках. Интересно вот что еще. Собственно, вот то решение ускорить вывод американских войск из Афганистана Трамп принял вскоре после этого самого разговора с Путиным. То есть вот буквально Путин его начал умолять: не уходите, давайте мы вам поможем всем, чем только можем. Не знаю, что там ему Байден сказал. Было ли вообще какой-то ответ на эти предложения со стороны американской власти. Но известно, что Байден принял решение о том, чтобы все, мы ускоряем этот выход вскоре после этих самых переговоров. Возможно, не исключаю, что тем самым он решил ввести в действие самую страшную санкцию в отношении путинского режима, спустить с привязи тех, кого Путин боится больше всего. Я, кстати, не просто так делаю, то есть случайно, конечно, я это делаю эти оговорки, время от времени путая Байдена и Трампа. Дело в том, что решение о выводе войск из Афганистана было принято еще во время каденции, во время правления в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Я на прошлой неделе связывался с Джоном Болтоном, как раз для того, чтобы выяснить, в том числе для того, чтобы выяснить у него, что же там происходило и происходит сейчас с выводом американских войск из Афганистана. Этот человек, который лучше всего, наверное, знает разного рода политические подоплеки, как ввода американских войск в Афганистан, так и вывода американцев из Афганистана. Почему я это говорю? Потому что во время принятия решения администрации Джорджа Буша-младшего о введении войск, о вводе войск в Афганистан, Джон Болтон работал в администрации, он был заместителем госсекретаря, то есть по-нашему заместителем министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки, как раз по международной безопасности и вооружениям. То есть он был одним из тех людей, которые принимали окончательное решение об отправке туда войск. Кроме того, Болтон был еще и больше года советником Дональда Трампа по национальной безопасности и знает, чем руководствовался Трамп, когда принимал решение о выводе войск, или, по крайней мере, какие у него были доводы в пользу того, чтобы эти войска выводить из Афганистана. Вот что любопытно. Много рассказал Болтон об этом. Есть пара любопытных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Итак, осень 2001 года произошло террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки, рухнули башни-близнецы, попал самолет в здание Пентагона, еще один самолет, по-моему, упал в штате Пенсильвания. Так или иначе, около 3000 погибших на американской земле. Самое крупное нападение на американских граждан за всю вообще историю существования Соединенных Штатов Америки. Американцы решают, что делать. Они узнают, что Бен Ладен, человек, который, судя по всему, стоял за организацией этих терактов, находится на территории Афганистана. Американцы, и Болтон об этом сейчас говорит прямо, предлагают талибам сделку. Сделку, которую Болтон говорит, сейчас он говорит, что непонятно вообще, в принципе, насколько эта сделка была бы, если бы она выстрелила, была бы честной, насколько эта сделка вообще отвечала бы интересам и самой Америки, и американских партнеров, но, тем не менее, такая сделка была предложена. Вот ее упростив, можно вот так вот свести. Вы нам выдаете Бен Ладена и других людей, которые могут быть с ним связаны и прячутся на вашей территории, а мы взамен, в ответ вообще вас никак не трогаем и не будем никаким образом покушаться на ваш режим, закроем вообще глаза на то, что происходит в Афганистане. Талибы отказались от этой сделки, талибы отказались выдавать американцам Бен Ладена, сказали о том, что, вы знаете, вы нам не предоставили никаких данных о том, что это именно этот человек причастен к тем терактам, о которых вы говорите, поэтому мы вам их выдавать не будем. Собственно говоря, отказ Талибана сотрудничать с американцами послужил поводом или причиной начала американского вторжения в Афганистан. Что еще говорит Болтон о том, чем может обернуться уже? Это вот как начиналась операция, чем может закончиться операция. Он говорит следующее. Вывод
американских войск из Афганистана отбросит нас в ту ситуацию, в которой мы были до 11 сентября 2001 года. То есть опять сделает Америку исключительно уязвимой для терроризма. Он говорит о том, что в Афганистане, которым будут управлять талибы, тут же расцветет все возможные вот этот вот интернационал разных групп и группировок, которые связаны или могут быть связаны с Талибаном. И та же Аль-Каида там может найти убежище, и тот же ИГИЛ, и другие организации, группы, о существовании которых мы, может быть, еще даже и не подозреваем. Кроме того, американское военное присутствие в Афганистане позволяло американцам вовремя каким-то образом определять и перехватывать угрозы, исходящие еще из двух, в общем-то, довольно горячих точек в регионе. Дело в том, что Афганистан граничит и с Пакистаном, и с Ираном. Иран с Соединенными Штатами Америки находится в состоянии, если не войны, то, по крайней мере, таком постоянном предвоенном. Ну и Пакистан тоже представляет большую опасность, большую угрозу. Не сам Пакистан как государство, а те группировки, которые действуют в Афганистане, в Пакистане, те группировки, которые действуют в том числе в непосредственной близости от афганской границы. И тот же Болтон говорит, что есть опасность того, что к власти в Пакистане, а это государство, на вооружении у которого есть несколько десятков, а может быть уже и сотен единиц ядерного оружия. Вот представьте себе, что в этой стране к власти приходят те группировки, которые симпатизируют Талибану, те группировки, которые действуют заодно с Талибаном. И получается, что американцы фактически своими руками этих группировки, ну не то, что своими руками приводят к власти, но уже лишаются возможности, выйдя из Афганистана, препятствовать их приходу к власти. Уже потихонечку начинает лихорадить соседний Пакистан. Там в нескольких регионах, в нескольких городах прошли такие демонстрации в поддержку талибов, с флагами талибскими, с выступлениями людей, которые призывают использовать опыт Талибана и распространить его еще и на территорию Пакистана. И плюс ко всему возобновили свои действия сепаратисты в регионе, который называется Белуджистан. Этот регион, в котором годами прятались талибы, в том числе и талибские командиры от американской армии, от американских беспилотников, от американских дронов. А сейчас уже за последние несколько дней было несколько нападений, несколько попыток терактов в этом самом регионе Белуджистан. В том числе был взрыв автобуса, который перевозил иностранных рабочих, иностранных инженеров. Тогда погибло 12 человек, по-моему, это произошло в минувшую среду. Погибло 12 человек, в том числе 9 китайских рабочих. И вот потихонечку вот это вот возвращение талибов к власти начинает раскачивать и соседний очень неспокойный регион Белуджистан, который в принципе не только Пакистан может раскачать в перспективе. У нас даже есть сюжет о том, что может происходить в Белуджистане и о том, как действуют и к чему стремятся тамошние сепаратисты. Армия освобождения Белуджистана – группировка, преследующая цель образования независимого государства на территориях, населенных представителями народа Белуджи. Группировка громко заявила о себе летом 2000 года после целой серии терактов и нападений на пакистанских чиновников. Однако первые попытки формирования боевых сепаратистских группировок, объединившихся потом в армию освобождения Белуджистана, спецслужбы относят еще к началу 70-х годов 20 века. В помощи сепаратистам в разные годы обвиняли советские спецслужбы, группировки из соседнего Афганистана и даже правительство Ирака. Именно в посольстве этого государства еще в 1973 году пакистанская полиция обнаружила целый арсенал вооружений, предназначенных, вероятно, для вооружения Белуджи. Однако, наиболее распространенным обвинением в адрес армии освобождения Белуджистана является обвинение в том, что действует эта группировка в интересах соседней и совсем недружественной Пакистану Индии. Сами сепаратисты отрицают связь с каким-либо из иностранных правительств и настаивают на том, что действуют исключительно в
в интересах собственного народа. В своих заявлениях армия освобождения Белуджистана обвиняет Исламабад в ущемлении прав Белуджи, в попытках помешать национальному возрождению народа и в том, что именно белуджи, чаще представители других народностей, оказываются несправедливо осуждены и вообще постоянно подвергаются всяческим преследованиям и унижениям. В провинции действительно много проблем. Белуджистан – самый бедный регион страны, с самыми высокими показателями детской смертности и безработицы. Однако в Исламабаде уверяют, что причины бедственного положения провинции стоит искать в действиях сепаратистов, мешающих полноценной интеграции белуджи в пакистанское общество. Обвинения касаются в первую очередь армии освобождения Белуджистана. На счету армии десятки нападений на представителей пакистанских властей, полицейских и военных. Кроме того, сепаратисты целенаправленно преследуют школьных учителей из Белуджистана, отстаивающих перед учениками идеи единства пакистанского государства. Правозащитники обвиняют сепаратистов и в этнических чистках. По информации международных наблюдателей, армия освобождения Белуджистана занималась насильственным выселением из деревень с преобладающим населением белуджи представителей других национальностей. Излюбленной тактикой сепаратистов является минирование дорог на пути следования армейских конвоев или официальных кортежей, а также обстрелы административных зданий реактивной артиллерией. Так, в 2005 году армия освобождения Белуджистана выпустила сразу 6 ракет по одному из пакистанских военных лагерей в день визита тогдашнего президента Первеза Мушаррафа. К числу своих врагов сепаратисты относят не только правительство Пакистана, но и иностранных бизнесменов, вкладывающих деньги в Белуджистан. В первую очередь речь идет о крупных китайских госкомпаниях, инвестиции которых в регион оцениваются в миллиарды долларов. В армии освобождения Белуджистана считают вложение китайских средств в провинцию попыткой экономической экспансии. Сепаратисты считают, что Пекин может заменить собой Исламабад в качестве номинального хозяина региона, завоевав его финансово. А потому Китай в их представлении является таким же врагом, как и Пакистан. Кроме того, армия освобождения Белуджистана сотрудничает с Объединенным фронтом освобождения Белуджи, группировкой, борющейся за независимость уже иранских территорий с преобладанием белуджи. Иранский регион Систан и Белуджистан, так же как и пакистанский Белуджистан, беднейшая провинция страны. Около 80% ее населения живет за чертой бедности. Вдобавок, официальные шиитские власти Ирана считают суннитов Белуджи пятой колонной и потенциальными врагами исламской революции в шиитском ее понимании. Армия освобождения Белуджистана признана террористической группировкой в Пакистане, Евросоюзе, США и Великобритании. Пакистанское правительство относит группировку к числу наиболее опасных из действующих в стране. И это при том, что число активных ее участников, скорее всего, не превышает нескольких сотен человек. Вот у армии освобождения Белуджистана такие достаточно теплые, если так можно выразиться, отношения с талибами. Они действительно годами, десятилетиями помогают друг другу. И какое-то время не было слышно вот о каких-то новых громких терактах со стороны белуджистанских сепаратистов. И только сейчас, после того, как талибы начали возвращать под свой контроль Афганистан, эти сепаратисты вновь напомнили о себе, вновь начали заниматься, вот как в сюжете об этом говорилось, излюбленным их террористическим методом действовать, начали взрывать колонны. В этот раз, правда, начали взрывать не армейские колонны, а колонны автобусов, которые перевозят рабочих и инженеров. Таким образом, судя по всему, впереди будет такая серьезная дестабилизация не только Афганистана, но и самых разных других участников процессов, которые идут в том регионе.